В эфире передача «Будем вместе». Сегодня в нашем выпуске мы будем говорить о тайне усыновления, о том, надо ли говорить ребенку об этом и в каком возрасте это можно сделать наиболее безболезненно для его психики. Отрадно, что в нашей республике появляются новые приемные семьи. Одна из них – приемная семья Тимофеевых из Якутска. О приемных детях и о том, как создалась семья, мы расскажем в нашей передаче. Ну а сейчас, традиционно, мы начинаем с рубрики «Ищу семью». Скажи мне о своих увлечениях. Ну, я люблю большой теннис, занимаюсь сейчас танцами, люблю петь, люблю сочинять стихи. Рина, ты давно здесь находишься? Нет, 8 месяцев. 8 месяцев. Расскажи, как тебе здесь живется? Мне здесь нравится, здесь воспитатели хорошие, всегда помогают, участвуют где-нибудь, зовут, угощают. А чему ты здесь научилась за время, которое ты здесь находишься? Ну, больше всего у меня сейчас, как я танцую, и они меня вот в кружок записали, и мне там очень нравится. Ездим, выступаем. Арина, вот когда ты школу закончишь, куда бы ты хотела поступить? Я хотела поступить на повара. Люблю готовить и что-нибудь такое необычное. Арина, а в чем ты мечтаешь? Не знаю, о большой семье, чтобы она была счастливая, хорошая, добрая. Чтобы никогда не было ругань, взаимопонимания всегда. Спасибо, Арина. Может быть, ты нам прочитаешь какое-то свое стихотворение, если хочешь, какое-нибудь, или хотя бы отрывок стихотворения. Ну, не знаю, понравится ли оно вам или нет. Так, ну, давай. Прости, что не говорила раньше, как сильно я тебя люблю. Дразнила, била, унижала и громко говорила «уходи». Теперь, конечно же, я сожалею, но сожалеть, конечно же, уже поздно. Я понимала, что я делала не так. Понимаешь, остановиться было слишком сложно. Года проходят, и только сейчас я говорю прости за то, что вечно унижала и говорила «уходи». Говорить ли ребенку о том, что у него есть биологические родители, или сохранить это в тайне? Каждая семья решает для себя сама. Как поступить в этой ситуации, рассказывает начальник отдела опеки и попечительства Людмила Григорьевна Танцура и уполномоченный по правам ребенка Анна Афанасьевна Соловьева. Но здесь я, наверное, буду говорить свое личное мнение, потому что по этому вопросу у многих специалистов, у многих коллег мнения расходятся. Прежде всего, я хочу сказать, что у нас соблюдается тайна усыновления, это в российском законодательстве. Я, в принципе, сама поддерживаю эту тайну усыновления. Почему? Потому что усыновление – это приоритетная форма устройства ребенка в семью. Многие граждане берут детей именно на усыновление для того, чтобы это был, не имея своего кровного ребенка, чтобы он как бы заменил, он был их кровным ребенком. Дети, которые у нас идут на усыновление, они практически не пользуются никакими льготами, потому что у них есть родители. С момента, как вступило в законную силу решение суда, получили в ЗАГСе усыновители свидетельство о рождении, это уже их ребенок. Поэтому я считаю, что все-таки тайна усыновления, она должна быть. Вот. Но если уже действительно некоторые товарищи у нас, родители, хотят сказать своему ребенку, что он у них не родной, я считаю, что это нужно очень осторожно подходить, дифференцированно, исходя еще из психики ребенка, и подбирать время, когда можно сказать. О том, в каком возрасте ребенку лучше всего сказать, что он усыновлен, в интервью с уполномоченным по правам детей. Во-первых, в младшем возрасте, в младенческом таком возрасте, вообще до 8 лет, до 7 лет, пока ребенок не вошел в сообщество детей, не стоит говорить. Не стоит говорить о тайне усыновления. А вот когда ребенок начинает общаться со своими сверстниками и начинает входить в возраст подростковый, тинейджерский, так называемый, трудный такой возраст. До этого, когда он вас очень любит, а ребенок любит своих родителей, безусловно, до 9 лет.
до 9 лет, он еще младший школьный возраст, малолетний, он очень любит своих родителей, но надо постепенно ему все-таки сказать о том, что он все-таки был принят ими. Приемная семья Тимофеевых появилась недавно. Осенью прошлого года в ней нашли приют 5 родных братьев и сестер. Ольга Ильинична Тимофеева – человек с большим опытом работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Вместе с супругом они опекают и развивают детей, закладывая фундамент для успешной жизни. Знакомство с приемной семьей Тимофеевых мы начали во время тренировки одного из приемных сыновей Михаила. Миша занимается вольной борьбой по рекомендации своего приемного отца Петра Васильевича. У нас вот Миша Корякин, да? Он нынче начал тренироваться своим братом. Костя Корякин тоже есть. Костя Корякин приходит заниматься после обеда, а Миша занимается с утра. Ну, мальчик способный, есть желание у него заниматься борьбой. Но он пока новичок и больших успехов нету пока, но надеемся, будет. Второй приемный сын Костя обучается в одной из городских школ. Я хочу подарить этот рисунок моей учительнице Варваре Михайловне. Мальчик очень хорошо рисует, и его талант развивают в семье и поддерживают в школе. Старшая дочь Таня обучается в одной из коррекционных школ Якутска. У нее проявился талант к якутским настольным играм. По физическим данным, ей больше всего подошла тяжелая атлетика. В этом виде спорта она достигла больших успехов. Таня, я читал, она пришла за полгода, уже чемпионкой города Якутска стала, и республики по жиму лежа. Но я считаю, она далеко пойдет, если заниматься будет целенаправленно. Мы уже планируем уже в дальнейшем уже выступать на российских уровнях среди спортивных школ. И готовимся усиленно. Сейчас у нас впереди еще спартакиада среди детей ограниченной возможностью здоровья и инвалидов. Мы там уже готовимся усиленно. Знакомство с младшими детьми мы продолжили в одном из развлекательных центров. О том, как создавалась приемная семья, нам рассказали Ольга Ильинична и Петр Васильевич. Это очень долгая история. Оно, наверное, начинается еще с 2004 года, когда я впервые проходила курсы переподготовки в Российском государственном социальном университете в городе Москва на кафедре гендерной политики. Ну, потом, с 2013 года, я очень тесно работаю с Ассоциацией приемных семей республики и города под руководством Надежды Афанасьевны Корякиной. С ними я веду семинары, практикумы. Мы их посещаем, прослеживаем их, как дети попадают в семьи, с каких семей попадают, значит, как они себя, проходят они адаптацию в школе, в семье, в садике и так далее. Ну, и прошлым летом меня познакомили с детками, которые ехали с лагеря в Сочи. Дети были у Снерского детского дома. Когда увидела Корякиных, 5, ну, мы их предлагали и раньше в другие семьи, но, видимо, они должны были попасть именно к нам, поэтому мы вот осенью, в сентябре с Петром Васильевичем решили взять их к себе. Но у нас задумка немножко другая. Мы сейчас работаем не только с детками, не только их обучаем, воспитываем, содержим, да, но мы работаем еще с кровными родителями. У нас конечная цель – это воссоединение семьи Корякиных. Ольга Ильинична уже 10 лет занимается профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Она убеждена в том, что для ребенка лучше всего жить в кровной семье. Кровных родителей я нашла через месяц. Спустя месяц я их нашла по телефону. После переговоров с главой Наслега, социальными работниками Наслега, с опекой Вилюйского улуса. В общем, мы их нашли, переговорили. Я поставила перед ними свою задачу. Они первое время не поняли, но потом согласились. Сейчас они проходят реабилитацию, значит, трехступенчатое лечение. Мы тесно общаемся с главным врачом реабилитационного центра. Дети, значит, тоже знают, почему они находятся у нас. Знают проблему, трагедии семьи. Мы с ними об этом говорим. Значит, они готовы принять родителей. А родители сейчас, да, лечатся. Петр Васильевич, а как вы отнеслись к решению супруги принять в свою семью детей? Ну, вначале я, конечно, не был в восторге, даже был против. Но потом она меня убедила, посоветовались, ну, общее решение приняли, принять этих детей. Все-таки у нас внуки, дети, я детей очень люблю, приученные. Ну, для меня сначала было как-то дико посторонних детей принять в семью. Сейчас не жалею. Мои приемные родители, они очень хорошие, добрые, милые, ласковые. Они заботятся обо мне. Пускай устали ноги, но путь еще далек. Вперед идет солдата, побегает огонек. Или миру агрессия угрожает войной. Есть какая прогрессия рядовой. Ольга Ильинична ставит перед собой цель не только воссоединить кровную семью, но и дать путевку в жизнь каждому ребенку, чтобы они состоялись в жизни и их судьбы сложились хорошо. Благодаря неравнодушному отношению человека, не понаслышке знающего о детских трагедиях, 5 ребятишек не остались в детском доме, а были согреты любовью и теплом приемных родителей. Надеемся, что этот пример вдохновит многих. Мы встретимся с вами через неделю. Всего вам доброго. До свидания.